У Абубакара Бекбузарова в сумке только предметы первой необходимости. То, что по уставу разрешено взять с собой в воинскую часть. Присягу он еще не дал, до нее целый месяц после курса молодого бойца. Сегодня он только начинает свой путь защитника Родины. По форме можно определить, служить он будет в военно-воздушных силах. Повестка едет. Как военный билет кудулш. Да, након долис. Скорее, Амал Диавялович, она бог орта и лига. Да, это был без божьего успеха. Со сборного пункта военного комиссариата Ингушетии отправляются нести службу 20 человек. 10 новобранцев в ВКС, 5 молодых людей отправятся служить в сухопутных войсках, еще 5 в Рязань. Там они пополнят железнодорожные войска. На месте присутствуют представители воинских частей. Дорожные войска предназначены для ремонта временных дорог, для строительства путей, частичного строительства железнодорожных путей, подъездных путей к воинским частям. Были как-то у меня 20 человек было, именно с Ингушетии. Ну и какие впечатления о себе оставили уроженцы нашей республики? Положительные впечатления. Даже вчера мы стояли, ждали такси, подъезжает приор, выходит мой солдат бывший. Вот. Вышел, поздоровался, обнялись, узнал, остановился. Благодарны всем здесь организации, очень хорошо все организовали. Также благодарны за ребят, потому что они все пришли замотивированные, сильные все, большие, и, я думаю, послужат России. Срочная служба в армии сегодня – это еще и возможность получить определенную квалификацию и трудоустроиться, рассказал представитель воинской части. Если человек во время службы впитает все навыки, которые мы будем давать, он может пойти в РЖД и также быть хотя бы для начала монтером пути, потому что в РЖД предоставляет бесплатное поступление в институты, и там уже отучиться на высшее образование он может. Как всегда, отправка призывников проходит в торжественной обстановке. На плацу сегодня звучат пожелания и напутственные слова от представителей военного комиссариата и присутствующих гостей. Нормально, сейчас письмо характеристику делаешь, позвать служить мне. На сегодняшний день у нас отправлено, будем говорить так, уже более 150 человек. Да. Осталось совсем немного. Думаю, что команды все будут у нас уходить укомплектованными и в строй. Предстоит еще 3 отправки до конца осеннего призыва. Следующая запланирована на 1 декабря. Адам Мережков, Магомед Яндиев, МАГАЗ-24.